Всем привет, меня зовут Актилек Капаров. С октября 2020 года, когда Садыр Джапаров вышел из тюрьмы и пришел во власть, то его ярые сторонники и фанаты практически начали обвинять во всех бедах и грехах так называемых НПОшников, НКО и некоторые СМИ. И до сих пор продолжают это делать. И вот поэтому мы подумали, может быть, сторонники президента что-то о нем не знают и решили проверить, что же связывает Садыра Джапарова с неправительственными и некоммерческими организациями. Поехали! Хочу отметить, что в законе Кыргызской Республики о некоммерческих организациях нет такого понятия, как НПО, но тем не менее в народе предпочитают говорить НПО, нежели чем НКО. Итак, сторонники властей называют нашего руководителя Болота Темирова НПОшником, а это сайт Министерства юстиции. Тут мы видим общественный фонд Болота Темирова New Media. Обратите внимание на вид деятельности, где указывается, что фонд Темирова занимается деятельностью прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Запомнили? Идем дальше. А это первая леди Кыргызстана Айгуль Джапарова. И несмотря на то, что она выполняет сложнейшую роль первой леди и постоянно сопровождает мужа президента в его рабочих поездках, у леди номер один есть еще два общественных фонда. Это Үмүт Булагы и Эне Балага Терек. Смотрим на вид деятельности фондов Айгуль Джапаровой и вуаля! Они занимаются деятельностью прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Ну точно так же, как и фонд Болота Темирова. Общественные фонды под руководством Айгуль Джапаровой всячески оказывают помощь разным слоям населения. Вот, например, в прошлом году НКО Үмүт Булагы с помощью правительства Китая открыла учебный центр. Там бесплатно будут обучать таким направлениям, как массаж, парикмахерское дело, маникюр, педикюр и так далее. И вопреки такому плотному графику, первая леди Кыргызстана отлично справляется со своей работой и обязательствами, что аж успевает заниматься бизнесом. Помимо двух общественных организаций, у жены президента есть еще и компания под названием Ак Үмүт. Она занимается консультацией по вопросам коммерческой деятельности и управления. А второй соучредитель этой фирмы – Турсун Кызы Туран, жена экс-депутата Жунус Улу Адыла. А Жунус Улу Адыл – это один из лучших друзей президента Садыра Джапарова. Итак, сейчас мы выяснили, что у жены Садыра Джапарова два неправительственных организации и бизнес в сфере консультаций. А дальше мы найдем другого родственника Садыра Джапарова среди авторитетных НПО. Знакомьтесь, это Чолпон Джакупова. Она родственница Садыра Джапарова. Ее родной племянник женат на дочери старшего брата президента Сабыра Джапарова. Сейчас покажу, как мы это доказали. Погнали! Это Facebook страница Джакупова Нурбека Болотовича. Как мы видим, Джакупова Чолпон Идиновна поздравляет его с днем рождения и называет «мой дорогой племянник». А с помощью сайта Минюста находим Джакупова Болота Идиновича. Он числится соучредителем компании ДКД Экспресс. И наш вывод – Нурбек Джакупов действительно родной племянник Чолпон Джакуповой. А это аккаунт Нурбека в Инстаграме. Тут он публикует фотографии дочери Сабыра Джапарова, Гульджанат Джапаровой, и подписывает «жена». Кстати, раньше этот аккаунт был открытым, а сейчас закрыт. А это профиль в Одноклассниках самой Гульджанат Сабыровой, и она указывает в качестве своих братьев и сестер очень много Джапаровых и Нургоджоевых. Ну вот так приходим к простому выводу, что родной племянник Чолпон Джакуповой женат на дочери Сабыры Джапарова, и что Чолпон Джакупова приходится родственником президенту Садыру Джапарову. У самой Чолпон Джакуповой тоже есть НПО. Это авторитетный общественный фонд «Правовая клиника Адилет». Она одна из крупнейших правозащитных организаций Кыргызстана. Клиника Адилет защищала права ряда политиков, активистов, СМИ и наиболее уязвимых групп населения, в том числе и Идилю Байсалова во времена правления Курманбека Бакиева. Но более подробную информацию о деятельности этой правозащитной организации можете найти на ее сайте. Дорогие зрители, в этом выпуске мы узнали связи президента Садыра Джапарова с неправительственными и некоммерческими организациями. Я убежден, что и вы, сторонники властей, и мы работаем во благо всей страны и продолжим работу, чтобы улучшить жизнь и благосостояние каждого кыргызстанца. С вами был Актилек Капаров и до новых встреч!